Золотую рыбку можно поймать не только в сказке, но и на этом производстве. Именно здесь коптят до 2 тонн рыбы в день. Певица и актриса Эльмира Калимуллина по специальному заданию от нашей программы отправилась узнать, как же готовят золотистую и вкусную скумбрию. Ну вот, Эльмира, мы подошли к первому этапу нашего производственного процесса. Это хранение. Здесь нам уже надо будет одеться. Давайте. Спецодежду. Обязательно халат и шапочку. Куртка тоже лишней не будет. В морозильной камере без нее долго не продержишься. Зато скумбрии из Мурманска холод только на пользу. Как я вам и обещал, здесь очень холодно. Я вам не обещала танцев, но здесь действительно очень холодно. Да, температура здесь минус 18 градусов. Такая температура необходима для того, чтобы рыба сохранила все свои полезные вещества, а также для того, чтобы в рыбе погибли все известные паразиты. В морозильной камере рыба находится не меньше 2 месяцев, после чего ее размораживают. Здесь важна точность, поэтому этот процесс контролируют датчики. Через 10 часов, когда рыба оттаяла, ее моют и разделывают. Ну вот, наша скумбрия раздефростировалась, помылась. Можно приступать к разделке. Можно я вам тоже помогу? Давайте попробуем. Я вам покажу, Да, как. покажите, пожалуйста. Мы берем Берете ложку. ложечкой и туда подальше поглубже ее засовываете, чтобы вычистить все внутренности. Как у вас все быстро и ловко получается. Надеюсь, моя рыба будет вычищена на 100%. У вас очень хорошо получается. Только я не успеваю за вами. Я смотрю, что в производстве очень много мужчин. А разве женщины не аккуратнее с этим справляются? Наши мужчины не менее аккуратны. И к тому же, это очень тяжелый труд. Я помню, что в детстве папа всегда приходил с рыбалки, и именно его была функцией чистить и разделывать рыбу. А готовила уже мама. Самое время солить скумбрию. Делают это разными способами. Сухим пересыпают рыбу солью и тузлучным погружают в соляной раствор. Когда мы уже с вами полностью наберем скумбрии полную ванну, верхний слой мы должны полностью засыпать солью толщиной 5 сантиметров. А могу ли я пересолить рыбу? Нет, это исключено, потому что мы используем самый плотный солевой раствор. Длительность посола будет примерно 4 суток. Мы ее пересолим, если только мы ее будем держать больше времени в посольной камере. За 4 суток скумбрия как следует просаливается. Потом ее нанизывают на специальную спицу – шомпол. Ой, а можно я тоже попробую? Да, конечно, попробуйте. А почему нужно именно ближе к хвосту? Ну, это технология, разработанная еще с советских времен. У меня получилось. У вас получилось, да. Главное смотреть, чтобы рыба не прикасалась друг к другу, потому что в процессе копчения дым не проникнет к тем местам, где рыба прикасается друг к другу, и будет образуется так называемая белобочка. То есть рыба на выходе будет с белыми пятнами и будет некрасивой. Важную роль в копчении играют опилки. Для скумбрии лучше всего подходит ольховая щепа. Именно она придает рыбе необходимый вкус и аромат. Через 9 часов копчения скумбрия готова. Ну вот мы дождались с вами окончания технологического процесса. Давайте уже посмотрим, что у нас с вами получилось. Как здорово. Если хотите, можем попробовать прямо С сейчас. удовольствием. Давайте. По-моему, получилось очень вкусно. Очень вкусно. Вы знаете, я вспомнила аромат детства. Когда мы вместе с семьей ездили на картошку, ее выкапывали и начинали трапезничать. У нас была печеная картошка и вкусная скумбрия. Спасибо вам за упоминание детства. Чтобы получить одну партию скумбрии, нужны усилия десяток рук, слаженность работы и терпение. Ведь готовится она около 5-7 дней. Но результат того стоит.